خمس أبخت أكتب كوارتل هزشتوب مبسط أوس ورشتو ريون كرد أخذت فير دروتي بزينا أتجوز عشا وبرأنت أوس ورحالجو регламент шоков дроит 10 минут на одного руководителя. Это первый вопрос подведения итогов первого квартала 2023 года. Потом в рамках второго вопроса «Разное» тоже кое-что из актуальных проблем обсудим. По работе оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. За 2023 год было проведено за первый квартал 2 оперативных совещания, и изъято было 48 аппаратов по добыче криптовалюты. Из них 41 аппарат был рабочий, 7 было нерабочих. Это не массово стояли в одном месте, это было по 2, по 3 вот у людей на дому. Работа по противодействию размещению, подключению продолжается в таком же оперативном режиме. Задолженность по электроэнергии. За январь-март 2023 года начислено 32 миллиона рублей 853 тысячи. Оплачено 6 миллионов 548 тысяч рублей, что составило 19,9%. Из них юридических лицами оплачено 1 миллион 380 тысяч рублей, это составило 71%. Физическими лицами оплачено 5 миллионов 168 тысяч, что составило 16,7%. Это лучший показатель пока в республике. Мало, работу будем продолжать. По сравнению с 2022 годом юрлицы оплачивали 889 тысяч, вот у нас мы подняли до 1 380 000. Сезонная нагрузка потребления электроэнергии в Гальском районе снижена по сравнению с 2022 годом. Было 32 миллиона киловатт-часов за первый квартал, за 2023 год у нас 27 миллионов киловатт потребления. Это есть и объективные причины, и субъективные. Мы провели ряд работ, заменили уличное освещение на энергосберегающее, которое позволило еще снизить нагрузку. Ну и ряд таких работ. Проводимые работы в администрации Гальской района за первый квартал. На данный момент проводится реконструкция и благоустройство Центрального парка. Объем финансирования 5 миллионов 5 тысяч. Строительство происходит именно в данный момент. Строительство мини-футбольного поля, которого ранее не было в районе. Объем финансирования 4 миллиона 957 тысяч рублей. Для управления сельского хозяйства в первом квартале был приобретен мини-трактор. Мини считается, что это средняя суммой 1 миллион 700 тысяч. Деньги уже отправлены, и на днях он будет уже у нас на границе. Будем уже думать о перевозке. Также в районе проводится строительство детской площадки. При поддержке президента мы смогли отремонтировать проселочную дорогу протяженностью 9 километров. Во втором городском парке начаты работы по благоустройству и замене лавочек и мусорных урн. Совершается работа по инвентаризации жилищного фонда. Также проводим инвентаризацию зданий и сооружений. Это немного затратней, потому что здание и сооружение надо оценить, надо схему, это все стоит денег немалых. Мы смогли 3 здания произвести оценку, поставить на баланс. Планируются работы по реконструкции мемориала славы и также берегоукрепительные сооружения. Криминогенная обстановка. За первый квартал зарегистрировано 14 преступлений, нарушений ПДД 1097. Простите, прямо стахановский труд у наших сотрудников ГАИ, но это все равно дает эффект. Я немного против этого всего. У нас на въезде стоит шлагбаум, останавливают машины все подряд. Нужно было как-то немножко это делать по-другому, о чем мы ведем диалог и с управлением внутренних дел района. Число вынесенных решений приговоров Гальским районным судом 39. Количество зарегистрированных физических и юридических лиц, состоящих на налоговом учете в Гальском районе с указанием экономической вида деятельности. У нас 81 всего юридических лиц, а индивидуальных предпринимателей 464. Вот у нас вот такая небольшая налогооблагаемая база, но при всем при том мы справляемся. У нас за первый квартал перевыполнение составило 129,3% отношений. Собрали мы 17 миллионов 892 тысячи. Дотации мы получили в полном объеме, и расходы у нас составили в полном объеме. Объем резервного фонда за первый квартал траты составили 674 тысячи рублей, и из них в том числе оказана материальная помощь 59 гражданам. У нас открылись несколько новых кафетериев, очень современного, презентабельного очень вида.
У нас открываются в городе магазины. Гальский район стал перспективнее, чем был за этот период. Это при поддержке руководства и правительства. Доходная часть бюджета выполнена на 79%. При плане по доходам 54 миллиона 919 тысяч рублей фактически выполнено. Выполнение составило 43 миллиона 474 тысячи рублей. Расходная часть выполнена на 61%. При плане расходном 68 миллионов 818 тысяч рублей. Фактически исполнение составило 42 миллиона рублей. Бюджет района в основном социально ориентировано, более 8% расходная часть бюджета приходит на выполнение заработной платы, и также материальной помощи, пособий и так далее. За первый квартал 2023 года план по налоговым платежи выполнен на 110%. Средняя заработная плата составляет 14 623 рубля. Всего в отделе соцобеспечения Ткачевского района по состоянию 01.04.2023 года состоит на учете 4034 человека. 438 пенсионеров получают только абхазскую пенсию. За первый квартал 2022 года задолженность за потребление электроэнергии по району составила 43 миллиона 364 тысячи рублей, в том числе физические лица 41 миллион 732 тысячи рублей, из юридических лиц 1 миллион 632 тысячи рублей. Средний уровень собираемости за первый квартал, уважаемый президент, у нас упал очень. На сегодняшний день 7%. По целевой программе развития сельского хозяйства в 2023 году по Ткачевскому району одобрено 8 проектов на общую сумму 4 миллиона рублей. Всего по инвестпрограмме 23-25 по Ткачевскому району предлагается реализовать 6 мероприятий на общую сумму 230 миллионов рублей. В первом квартале мероприятий по инвестпрограмме не проводилось. В первом квартале 2023 года в районе, в городе ввели следующие мероприятия. Продолжается работа по реконструкции Ткачевского рынка, идет работа по реконструкции улицы Шевгенова, ведется работа по замене кровли многоквартирного жилого дома по улице Горького, перспективы благоустройства детского парка по улице Свободы, реконструкция улицы Апсилов, замена кровли Дворца культуры имени Гулия, замена кровли многоквартирного жилого дома по проспекту Ардзенба, реконструкция футбольного поля. В 2023 году администрация Ткачевского района намечается ряд мероприятий, которые, уверен, будет реализовано в том числе и при поддержке президента и правительства Республики Абхазия. Строится на водопад дорога или что? А какие первоначальные сроки у нас были по дороге на водопад в Ткачеве? Сроков там конкретных нет, Александр Георгиевич. Дело в том, что как придут первые деньги, ваше поручение мы помним, эта дорога будет в череде планов, которые будут впереди стоять. А Губилийский храм у нас, это вот эта дорога, часть, которую надо будет делать, это чья территория будет? Это их территория, 18 километров примерно, вся эта дорога, которая... Не, на подъем, который идет, на подъем. 3 километра. Да, 3 километра. Александр Георгиевич, вы ее не сможете сделать, туда никто не хочет идти работать. Почему? Потому что дорога, по которой они будут ввести тот же бетон для этих 3 километров, убьет их технику. Там в таком состоянии, вот, я дополню, тут мы в ситуации вынуждены будем оказаться, вот эту дорогу, которая в плане стоит уже очень много лет, ее тоже посадить в план. 18 километров? 18 километров. Она разбитая? В ужасном состоянии. Доходная часть бюджета за первый квартал 2023 года при плане 34 миллиона 665 тысяч рублей выполнена на 16 миллионов 941 тысяча рублей, что составляет 48%. Расходная часть бюджета при плане 71 миллионов 656 тысяч рублей выполнена на 51 миллион 626 и 1 тысяча рублей, то есть на 72%. Энергетика. За первый квартал 2023 года за пользование электроэнергией по физлицам и юрлицам начислено 78 миллионов 753 тысячи рублей. Оплачено из них 6 миллионов 715 тысяч рублей,
что составляет 8,5%. За первый квартал 2022 года было оплачено 47 миллионов. Собираемость такая. И тариф повлиял, оказывается, люди платить. По физлицам начислено 73 миллиона, оплачено 3 миллиона. Значит, задолженность составляет 69 миллионов 500 тысяч. По юрлицам начислено 5 миллионов 746 тысяч, оплачено 3 миллиона 291 тысяча рублей, что составляет 57%. Социальная сфера. Пенсионеров всех 36 категорий 8645 человек. Получающих российскую пенсию 3065 человек, абхазскую пенсию 5580 человек. За последние 2 года увеличена абхазская пенсия 10 категорий пенсионеров. Среднемесячная абхазская пенсия для лиц, не получающих российскую пенсию, составляет 3000 рублей. Среднемесячная российская пенсия – 10 тысяч рублей. Криминогенная обстановка. Зарегистрировано 13 преступлений, раскрыто 13. Нарушений правил дорожного движения – 1240 случаев. Число вынесенных решений, приговоров Ачамчирским райсудом – 93. Что сделано? За счет местного бюджета. Ремонт проселочной дороги село Утап на 85 тысяч рублей, село Тхина на сумму 300 тысяч рублей, благоустройство территории вокруг памятника Пачуле на 39 тысяч рублей, благоустройство территории у въезда в город 133 тысячи рублей, устройство освещения улица Габлия 344 тысячи рублей и по озеленению на 220 тысяч рублей. Устройство спортплощадки на 670 тысяч рублей и ремонт набережной на 1 миллион 606 тысяч рублей. За счет средств республиканского бюджета, резервного фонда президента и кабинета министров село Члоу на сумму 20 миллионов рублей. Значит, здание сельского дома культуры 7 миллионов 331 тысяча рублей, здание школы 7 миллионов 800 тысяч рублей, здание администрации 5 миллионов 620 тысяч рублей. В селах Адзюбжа, Кутол и Паквач строится и ремонтируется здание и помещение для размещения ФАП на сумму 8 миллионов рублей. В селе Лаброво восстановлено 2 моста на сумму 8 миллионов рублей. Идут работы в селе Паквач и в Адзюбжах по расчисту реки Кодор. Так, ну и по землям. По туризму. Значит, число коллективных средств размещения 5, из них ООО «Эвкалиптовая роща» 500 койко-мест, Самшит 36 койко-мест, Золотое руно 600 койко-мест, и ООО «СП Хелс» 28 койко-мест. Школа борьбы и бокса 80 койко-мест. Число частных средств размещения 13, койко-мест 67. Численность экономически активного населения 2440 человек, трудоустроенного населения 15 400 человек, работников бюджетной сферы 1250 человек. Как идут работы на объекте, на туристическом? Когда объект будет сдан, что выполнено? Что вложено в это дело? Сколько там будет людей работать? Сколько гостей будет принимать объект? На 16-этажку вы сейчас об этом говорите? Да, да. Порядка 140 человек будут работать. Людей набрали уже? Ну, набирают они сейчас, у них там тендер, ну, конкурс проводится. Списки есть, проводят конкурс, набирают людей. Когда сдадут объект? 1 июня обещают. Сколько мест там будет? 600 койко-мест, по-моему. 600 койко-мест? Да. Понятно. Сколько денег они туда вложили? 600 миллионов. Не 600, первые инвестиции у них было 350 и 300. 650 миллионов. Уважаемый Аслан Георгиевич, в администрацию района с коллективными заявлениями обращались жители сел Бабушара, Кацикыт, Парнаут, Чап в связи с весенними паводками. Я хотел бы от лица всех жителей поблагодарить вас за вашу поддержку. Вы подписали документ о финансировании проведения работ по укрепительным работам для того, чтобы не было потопления. Работы уже начались на Большом Кодоре. Я думаю, в скором будущем начнут и Парнауте, и Малая Скурча. Для нас это очень важно, потому что угроза для жителей реальна. Позвольте перейти уже к работе, к работной части. Доходная часть бюджета по состоянию на 1 апреля 2023 года выполнена на 103%. При плане 54 миллиона рублей. Фактическое поступление
6 миллионов рублей. Из них собственные доходы составили 20 миллионов рублей при плане 18,5 миллионов рублей, или 110%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление собственных доходов увеличилось на 2,5 миллиона рублей, или 13%. Основными источниками налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета является подоходный налог. Удельный вес составляет 57%. За анализируемый период 2023 года было поступление в виде дотаций из республиканского бюджета в сумме 16 миллионов рублей. При плановом показателе 16 миллионов рублей и субсидии на 19 миллионов рублей. При плане 19 миллионов рублей. Также за аналогичный период было поступление из резервного фонда президента Республики Абхазия на сумму 350 тысяч рублей. Если мне память не изменяет, в 2022 году было потопление жителей, и вы оказали поддержку 5 семьям по 70 тысяч рублей. Это уже в январе месяце этого года. Расходная часть бюджета за данный период выполнена на 96%, при плане 62 миллиона рублей. Фактические расходы составили 60 миллионов рублей, что больше на 41% расходов за аналогичный период 2022 года. Все расходы производились путем доведения до распределителей бюджетных средств предельного объема финансирования расходов, которые имели целевое направление. Хотел бы напомнить, что планируемый бюджет Гулиевского района 91 миллион. В преддверии великого праздника 30-летия Победы я хотел бы обратиться, и пользуясь случаем, для оказания поддержки Гулиевскому району во многих областях. Это прежде всего жилищное коммунальное хозяйство, для того, чтобы мы могли привести район в идеальный порядок. Письма были направлены в Кабинет министров, уважаемый премьер-министр, и аналогичные письма, уважаемый господин президент, к вам. Также хотел бы затронуть, что электроэнергия очень связана с водоснабжением. В селе Дзюгута были проведены работы по инвестиционной программе. Они завершены еще в 2022 году. Там стоят мощные установки, которые дают возможность поступления в Гулиевский район, в город Сухум, поселок Синов и в поселок Абудзера Гулиевского района воды. При падении электроэнергии двигатели останавливаются. Нам необходимо сегодня уже поставить усилители системы для того, чтобы они могли мощность увеличивать, для того, чтобы мы могли водой снабжать жителей поселка Абудзера. То помимо тех рек, которые мы озвучены уже в финансировании, стоит угроза и других рек. Много лет уже не проводились работы, и если будет оказана помощь техникой или финансирование для покупки техники, то в августе месяце мы можем проводить определенные работы для предотвращения паводков уже весенних в последующем. Это такая острая необходимость. И, естественно, в связи с курортным сезоном очень много гостей приезжают в Гулиевский район, в основном поселок Абудзера. Нам необходимо оказание поддержки для того, чтобы мы могли привести такой парк Смецкого. У нас таких два парка. Один парк в Гаграх, парк Оренбургский, и один парк в Гулиевском районе, парк Смецкого. И я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам за поддержкой именно в этом плане. Вы особое внимание уделяете Министерству обороны за последнее время, но надо было бы нам еще обратить внимание на поселок Абудзера, там военный госпиталь. Он требует пристального внимания не только для военных людей, но и для гражданского населения. Необходимо привести в полный порядок. Затраты небольшие, я не говорю о полном ремонте. Он потребуется около миллиарда рублей. Сегодня в бюджете Республики Абхазия таких средств, к сожалению, нету, чтобы мы могли всецело выделить на восстановление госпиталя. Но провести ремонты определенные нам необходимо, потому что люди приходят за оказанием медицинской помощи. В Гулиевском районе 18 тысяч человек. Занято в сфере работы около 2000 человек. Но есть еще такое понятие, как самозанятость. Около 10 тысяч человек. Это сельское хозяйство. Я хотел бы уделить особое внимание сельскому хозяйству. Много десятков лет Гулиевский район славился цитрусоводчеством. Сегодня один из крупных хозяйств – это ООО «София». На сегодняшний день 92 гектара под многолетней культурой унсу широколистный.
С января месяца сразу после сбора приступили к работам сельскохозяйственным. Проходит обрезка, обкопка. К сожалению, сегодня посадок нет, потому что все силы финансовые вкладываются в восстановление плантаций. И большая разреженность земель. Если цитрусы должны в идеале расти 4 на 5, то сегодня разреженность очень большая. Необходимо оказание поддержки государства для того, чтобы мы могли насаждать наше хозяйство. И не только в СОФИ хозяйстве, но и в других местах, где есть земли, которые требуются особого внимания. Это вот такой вкратце обзор. Сегодня собираемость по электроэнергии очень слабая. В связи с чем? С повышением электроэнергии, с повышением тарифа. Потом мы, если говорить правду и говорить прямо, то электроэнергия – это товар, который государство поставляет к потребителю. Чтобы товар дошел до потребителя, необходимы во многих селах новые столбы, СИПы, трансформаторы. Электроэнергия, которая доходит до потребителя, очень слабая. И сегодня требовать от человека оплаты, но если будем говорить по справедливости, необходимо товар качественный поставлять. Позвольте мне уделить внимание школам. В Илимском районе 13 школ и 1 спортивная. Учащихся в школах 1850 человек, преподавателей 295 человек. В спортивной школе 333 человека, 3 детских сада. Состояние школ и детских садов желало бы лучшего. Пользуясь случаем, хотел бы попросить и обратить внимание в эту сферу. С нашей стороны мы привлекаем небезразличных людей, которые оказывают нам помощь. И мы пытаемся и делаем это, не останавливая, оказываем содействие и помощь. Конечно, это детские сады и школы. Но требуется помощь государства. Также я хотел бы обратить внимание на администрации района. В Гулибском районе 10 административных центров. Состояние администрации, условия, где люди работают, желало бы лучшего. Я фактически проехал все администрации, будучи еще депутатом, конечно, но и сегодня, уделяя особое внимание, я вижу, что условия, где люди трудятся, необходимо более современные. Необходима техника, необходимо оборудование, необходимо современное оснащение. Но само здание требуется в особом ремонте. И сама администрация Гулибского района также требуется в ремонте. Буквально недавно мы завершили ремонт крыши. Это говорит о том, что при бюджете 91 миллион, я округлил, вызовов намного больше. Если вы позволите, я более расширю. Расходы 267 миллионов, а дотации 176 миллионов с половиной. Количество населения, цифра, она остается прежней. Если брать официальную статистику, 65 тысяч, но мы свою работу строим из расчета, что у нас в городе проживает порядка 75 тысяч человек, из которых пенсионеров 11 400, из которых 8 400 получают российскую пенсию в том числе. Активное население, трудоспособное население 38,5 тысяч. Занятых как в бюджетной сфере, так и в других отраслях, имеется в виду, да, в юридических лицах, значит, порядка 19 700 человек. Получается, что у нас на предприятиях работает 8130, а остальные, вот, можно сказать, работают в рамках, значит, местной администрации у нас или в наших муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях. У нас порядка 4200 человек занято по администрации города Сухум. Значит, если мы добавим к этой цифре занятости индивидуальных предпринимателей, которых зарегистрированных 3800, там с копейками 26, то у нас по занятости будет картина такая: 62, ну, почти 63% занятости. Средняя заработная плата по городу Сухум, но она колеблется уже между 17 и 18 тысячами последние, ну, практически весь прошлый год. На первый квартал она не изменилась по результатам первого квартала, и в районе 18 тысяч рублей. Что касается, если позволите, я к бюджетным показателям перейду. Плановый показатель за первый квартал 2023 года по поступлению в местный бюджет города Сухум составлял 309 миллионов 313 тысяч рублей. Поступило 327 миллионов 834 тысячи
Исполнение 106%. То есть идем с увеличением 18 миллионов плюсом по отношению показателей этого года. Что касается разницы с показателями прошлого года, разница составляет 59 миллионов рублей. Вот если нужна будет какая-то расшифровка, мы, в принципе, по всем налоговым показателям идем хорошо. По земельному налогу, который нас всех беспокоит, с теми, в общем, как сказать правильнее, да, взиманием тех налогов, которые раньше не были взяты, то 135% у нас исполнение по земельному налогу, ну и все остальные, по большому счету, не менее 100%. Поэтому результат такой, Руслан Георгиевич. Есть один момент, мы пока, нет у нас никаких таких предприятий или каких-то других показателей, что повлияло бы на показатели апреля месяца. Плановый показатель у нас в апреле 87 миллионов рублей. В этом году, в апреле месяце, мы уже пришли к 165 миллионам поступления. То есть увеличение только по месяцу апрелю на сегодняшнюю дату 78 миллионов рублей за один месяц. Месяц еще не закончился. Я думаю, эти цифры хорошие, и мы ожидаем хорошего пополнения бюджета городского. Ввиду того, что у нас этот год юбилейный, мы какие-то литерные объекты восстанавливаем, уже приступили к их исполнению, завершаем объект в районе платформы ГУМа, там осталось немного совсем. Если обратили внимание, там панно восстанавливается и, значит, вся опорная стена с двух сторон. Значит, объект фуникулер, значит, та же колоннада первая, там фонтан, пока еще не приступили, но документация вся готова. Верхняя площадка уже ближется к завершению, работы ведутся, темп, нам кажется, хороший. Да, к 30 сентября должны успеть всю историю закончить с новой полосой освещения. Вот начались работы по восстановлению парка имени Тараса Мироновича Шамба. Полным ходом ведутся работы, идет демонтаж, дизайн-проект утвержден. Мы в 2021 году еще купили ростовые куклы такие, да, привезли их, и мы также будем поддерживать вот эту, которая же в народе устоялась, название парка «Сказка», потому что дети любят очень туда ходить. И в середине фонтанчик он будет также восстановлен без каких-либо изменений. И с добавлением вот таких детских игровых больших кукол, которые куплены, их у нас штук 15, будут также расставлены по всему парку. Ведутся серьезные работы по расчистке русла реки Адзябш, это имеется в виду от улицы Адыгейская вплоть до выхода в район Маяка. Сумма очень серьезная, 18 миллионов рублей, но мы зашли аж почти от станции электрической, идем сюда вниз, должны выйти, потому что угроза. Мы первый раз это сделали в 2020 году, и вот эти крупные наводнения, когда каждый раз топило улицу Титова и весь вот этот, да, старый поселок и так далее, да, мы избежали этого 3 года, и сегодня пришло время, когда надо это дело восстанавливать, поэтому мы пошли на эти работы. Также выполняются работы по расчистке русла реки Гариквара, она идет по верху, значит, да, вдоль наших предгорных мест, так скажем, да, города, и она также впадает в речку Адзябш. Там уже завершаются работы, там без малого 10 миллионов рублей. Вот такие 2 крупных мероприятия мы за счет собственных средств их реализовываем. Значит, мы провели масштабные работы, масштабные говорю, потому что они состояли из нескольких этапов по реке Басла. Если обратили внимание, потом расширили русло, и за счет этого вот эти крупные паводки, которые были весенние и осенние в прошлом году, нас миновало, значит, да, наводнение. Вот. Это все делалось собственными силами. Дальше, конечно, еще нужно, да, там много чего делать, но пока что касается этих дел, мы останавливаемся на достигнутом пока. Что касается планов, опять же, да, по юбилейному году, 30-летия Победы, в плане у нас сидит восстановить улицу 30 сентября, это очень символично, она находится в новом районе, вот, и улицу Ардзенба от улицы Агумава, это где начинается республиканский стадион, и довести ее до конца. Значит, бюджет порядка этих 2 улиц, порядка 120 миллионов рублей, я выходил с инициативой, председательствует нашей комиссии вице-президент Бадр Зуравович.
Я пришел с цифрами, сказал ориентировочно, у нас тогда были расчеты ориентировочные, порядка 100 миллионов рублей, для того, чтобы восстановить в этом году эти 2 улицы. И мы в бюджете города готовы, значит, половину взять на себя, половину за счет средств, которые, если будет такая возможность, еще раз, да, половину тогда, если нас поддержит республиканский бюджет из тех денег, которые были предусмотрены на празднование юбилея. Вот. Значит, мы со своей стороны убежден теперь уже по результатам первого квартала, потому что дальше у нас месяцы должны быть, если нас курортный сезон не подведет, и с учетом той подушки, которую мы собрали за первый квартал, и особенно апрель, мы уже, в принципе, можем сказать, что мы спокойно можем прошлогодние деньги, 180 миллионов, перебрасывать на этот год и идти, значит, в их освоение по таким крупным, да, вещам, о которых я говорю. У нас пока нет решения городского собрания, нам надо с Минфином еще согласовать, поэтому я это все сейчас озвучиваю. Значит, мы в этом году построим 12 новых детских площадок, они у нас заложены. Значит, в прошлом году мы и восстановили, и купили, и там порядка 16 детских площадок по городу, из которых мы 4 восстановили, тоже штук 10 купили. Восстанавливаем остановочные комплексы, кто заметил, в городе они есть такие, не буду их перечислять, но мы в плане в этом году 10-12 остановок, особенно по центральной части города, было ваше задание, Министерство экономики нас еще, значит, озадачило своим письмом в том плане, что республиканские дороги, кстати, которые к нам, к городу, не относятся, вот, мы это дело вдоль дорог, значит, это касается и обрезки деревьев, это касается освещения, это касается восстановления остановочных комплексов. Мы это дело, постараемся решить до начала сезона, но если будет июль месяц, сильно не наказывайте, пожалуйста, да? Вот, мы это дело попробуем довести. Была куплена специальная техника, ввиду того, что у нас, продолжаем возить мусор в ГАЛ. Недовольство наших жителей в новом районе, оно постоянно то поднимается, то падает. Градус этого недовольства. Мы с ним работаем, с населением, объясняем. Расширили парк транспортировки до 4 больших машин, которые возят там по 40 кубов каждая, которая делает как минимум 2, а то 3 рейса в день в ГАЛ. Это большие меры. Плюс все мусорные машины 18-кубовые как минимум 1 раз в день ездят в ГАЛ. Технику мы, в принципе, уже практически добили, но поддерживаем как можем, Аслан Георгиевич. Купили еще 1 мусоровоз, вот, который нам тут по городу будет помогать. Он тоже 18-кубовый, большой, за 5,5 миллионов рублей нам удалось взять, нам помогли наши побратимые города там взять по хорошей цене. И также купили, очень хорошая покупка, считаю, бульдозер для работы на полигоне. 12 миллионов мы заплатили, вот, он сейчас в работе, где-то через месяц подойдет, потому что техника бульдозерная, которая работает на Гальском полигоне, она все уже, я всех коллег, глав администрации побеспокоил, по каждой запчасти у этого Липхера уже летит, он уже практически мертвый, да? Мы его еле-еле, а там надо каждый день вести работы на полигоне, на большом специализированном бульдозере, то есть обычный бульдозер там работать не может. Что касается электроэнергии, за квартал 2022 года полезный отпуск на город Сухум составил 211 миллионов. В этом году 166, минус 45 миллионов получается. То есть мы потребили в этом году на 45 миллионов киловатт-часов меньше за квартал. Что касается платежей, значит, в прошлом году за квартал было начислено 85 миллионов 715 тысяч, в этом году начислено 178 миллионов 988 тысяч. По оплате. В прошлом году прошла оплата 24 миллиона 873 тысячи, в этом году 48 миллионов 898 тысяч. Процент собираемости не вырос. Он как раз в это время, вот здесь насчет не вырос, но и не уменьшился. Он находится в районе 29% с копейками, мы считаем 30%. Вот. Но по городу Сухум у нас цифра 38% годовая, по прошлому году до начала поднятия тарифов и так далее. Надеюсь, что мы эту тенденцию хотя бы сохраним, наверное, может быть, усилимся, потому что счетчики контроля учета устанавливаются по городу, там порядка 7 тысяч уже, вот, и дальше вроде бы должна эта программа продолжиться, поэтому
Вот картина такая. То есть в сторону уменьшения не спустились, но и роста, если брать процентное соотношение, в квартальном разрезе она не изменилась. Сколько потребителей в городе? Юрлиц и физлиц? 28 тысяч. Сколько из них имеют приборы учета потребления электроэнергии? 7 тысяч. Сколько приборов учета потребления электроэнергии в районе имеется? На собираемость этот фактор оказывает влияние, Александр Золотинскович? Самый главный показатель. Так у нас в городе Сухум что получается? Несмотря на то, что тариф был существенно изменен, собираемость меньше не стала, Беслан? Это так? В процентном соотношении меньше не стало, но с трудом. Как говорится, мы взяли разрез квартальный, мы специально это сделали, потому что у нас годовой 38% выше, 39% даже там, если В прошлом году за аналогичный период. 30%, Александр Георгиевич. В этом году сколько? 29%. Сухума к нашему общему сожалению, где работает, в основном где живем, это, конечно, показатели невысокие. Так а где они высокие тогда? Они нигде не высокие. Средние цифры, я вам уже говорил. Ситуацию может поправить, вытащить та работа, которая в частности сейчас ведется в столице по приборам учета. Если это интересно, из 25 тысяч потребителей в 2012-2013 году было установлено почти 13 тысяч приборов учета. Все показатели резко выросли. Потребление упало. И вот этот камень преткновения, которым мы спотыкаемся много лет, если по всей стране это 100 тысяч юридических лиц должны иметь все приборы, а имеют только лишь около 19 тысяч. Если это случится, в том числе частично за наши средства, мы будем говорить совершенно о других показателях. Сколько приборов установлено в этом году в городе? Есть такая картина? В этом году за квартал, Да. ну, за квартал где-то около 1000, не больше. Потому что Установлено? последняя, да. Понятно. Что там в районе Эльбруса у нас делается? Они пока разбирают, но проект пока не представлен, так, чтобы его можно было пропустить через администрацию города, через все службы. И пока нет такого проекта, чтобы были представлены. Они занимаются пока демонтажом, уведомили нас, что готовят проект и будет представлен, когда они будут готовы. Все. Если брать только эту часть. В остальных решения принимались, и по апарт-отели в том числе. И сейчас мы там временно как-то начинаем корректировать свои действия. Но, если разрешите, могу здесь доложить по поводу ограничений, которые нам 2009 года, как оказалось, вышел документ, принятый городским собранием. Значит, проведя анализ и проведя переговоры с юристами, мы приходим к такому заключению, что данный документ не должен был приниматься городским собранием, потому что установить отдельную норму в виде ограничения этажности – это входит в систему генерального плана, а не то, на что ссылались разного рода специалисты, как схема территориального планирования, схема, значит, города. Вот туда отнесли наши коллеги. Не знаю, это специально, не специально, это вопрос уже другой. Мы собираем материалы, наверное, будем обращаться в суд, Аслан Георгиевич, так как, если говорить, даже если отдельную норму, которая включает в себя генеральный план, принимать и доказывать эту историю, что это является составной частью прерогатив, то даже таких полномочий нет, так как после того, как мы представляем генплан, местный орган самоуправления его смотрит, согласует, он попадает президенту на окончательное решение. Вот такая цепочка прописана в законе об административно-территориальных единицах. Поэтому даже в этом случае они не могли принимать такой отдельный документ. Но это наше мнение, еще раз говорю, мы готовимся к судебному разбирательству. Я думаю, что, наверное, на следующей неделе мы обратимся в суд для того, чтобы дали оценку. Потому что нам на самом деле предписано, чтобы, связывает руки этот документ, и предписано то, чтобы мы ограничились теми разрешениями в районе 16 метров. Многие заявители, пока в устной форме, мы говорим, что мы занимаемся этой проблематикой, да, которые хотят и рассматривают проекты выше 16 метров, не буду говорить о каких-то многоэтажках, высотках, там не совсем такая история. Вот, мы упираемся вот в эту историю. Поэтому объяснили, что дайте нам время, мы как бы там, в какой-то ближайшей перспективе
дадим ясность в этом вопросе. Криминогенная обстановка в районе имеет тенденцию к снижению. Цифры на 3 единицы преступления меньше. Одно это ДТП, к счастью, без смертельного исхода. Вопрос электроэнергетики. Относительно аналогичного периода прошлого года на первый квартал текущего года в районе было потреблено на 1,8 миллион киловатт-часов меньше, что составляет 35,9, и прошлый период 37,7 миллионов киловатт-часов было полезного отпуска в Сухумском районе. Процент собираемости за электроэнергию составляет 13,7%. Объем задолженности из года в год растет. На сегодняшний день, по итогам первого квартала, объем задолженности составляет 28 миллионов рублей. 4,4 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, 2,4 миллиона рублей было собрано из физических и юридических лиц. Количество пенсионеров в районе 2645 человек. Что касается индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, состоящих на налоговом учете в МНС по Сухумскому району, 170 юридических лиц зарегистрировано и 478 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются различного рода деятельностью, и исходя из чего формируется вообще доходная часть бюджета Сухумского района. За прошедший период на разрешение различного рода инфраструктурных вопросов из бюджета района было выделено 14,6 миллионов рублей. Это водопроводы, линии электропередач. Мы также активно готовимся к празднованию 30-летия нашей победы. Памятники приводим, я вам докладывал, идет активная фаза строительства памятников Серейшера. Я надеюсь, что мы к празднику достойно сможем встретить и закончим эти работы. Вы обижите своих подчиненных глав сел, основные виды культур сельскохозяйственных. Мы же знаем примерно, что у нас растет, какие новые культуры появились и где они появились. С учетом личных подсобных хозяйств. Эти цифры надо, если их нет, это не значит, что их никогда не должно быть. Они должны у вас быть. Тем самым вы будете знать и количество людей самозанятых. У нас, за исключением города Сухум, сейчас пойдем в Западную Абхазию, докладывать будут руководители районов, везде тяжелая обстановка. Пенсионеров в разы больше, чем тех, кто работает. Но для того, чтобы спрогнозировать завтрашний день, для того, чтобы спрогнозировать, какие точки у нас могут быть самыми проблемными, исходные данные у нас должны быть или нет? Вот сейчас, на этом этапе совещания, очевидно, что Гулибский район у нас стал водоразделом. Гулибский район, там, где прибыль появилась, не прибыль, а бюджет выполнен. Восточные районы не выполнены бюджеты. И все это носит объективный характер. От востока на запад, в востоке ситуация тяжелейшая. Это при том, что восточные районы Абхазии занимают большую часть территории Абхазии, чем западная. Или я что-то путаю? Это же глава района или глава села, он видит картину или района, или села. А мы с вами должны же видеть картину в целом. Какая у нас картина в целом и что у нас происходит? Вот что такое отсутствие людей. Там, где люди, там какая-то жизнь. Неважно, какого цвета эти люди, черные, желтые, белые, и какой паспорт они носят. Там, где есть люди, там, где они работают, там жизнь. Поэтому, уважаемые главы, дорогие коллеги, уважаемые, люди, которые отвечают за все в районе, имущество, которым вы там располагаете, территории, население не такое большое, чтобы эти цифры не знать. Тем более вы уже работаете много лет все. И ни один вопрос я не задаю, который выходит за рамки компетенции вашей. Знаю, не знаю, забыл, есть, нету. С этим надо заканчивать. Сзади дышат те, которые говорят, что знают, в затылок дышат. Я не уверен, что они знают, но дышат уже. Это к тому, чтобы мы в этом смысле были более подготовлены. Ничего тут сложного нет. Иначе неправильная информация исходная приведет к неправильным решениям.
с соответствующими тяжелыми последствиями. У нас, допустим, в отличие от районов других, да, в городе Новый Афон, мы город в районном подчинении. У нас как бы, да, соотношение данных, которые, ну, и спрашивает согласно данного отчета, да, ну, процентов, наверное, 70-75 это районного масштаба. Поэтому у нас возможность предоставить таких данных, ну, где-то, может, 30%, около того. Там бюджет формируется в районном формате. Как бы у нас есть там начислено, например, за отчетный период, допустим, в данном случае 285. Да. Ну да, тут как бы ввиду того, что как бы это город в районном подчинении. Поэтому чуть-чуть как бы это полнота как бы данных, она зависит еще, допустим, по Афону. Некоторые данные, если взять по вопросу пенсионеров, они идут, допустим, Афон и ближайшие два села, Анхуа, например, и Псырцха. Такие данные. Общее количество там порядка 850 человек. Сказать конкретно, сколько в Афоне, ну, таких данных, ну, у нас сложно их получить, если вот ходить не будешь считать. Данные, например, еще по электроэнергии. У нас нету там отделов, которые, да, там начисляют, рассчитывают. У нас есть контролер, который собирает, взимает деньги. Это, опять же, Приморская отчасти, Афон, Анхуа, Псырцха. Конкретно выделено данных, сколько там по Афону, таких, к сожалению, данных, ну, при желании даже, ну, сложно получить. Если сами как-то, ну, не знаю, так по мере того, что вокруг происходит, там, именно там на территории Афона, количество там работающих при администрации, количество там школ, какое количество работает в школе преподавателей, такие данные можем давать. Ну, тогда тут как-то вот так начислено, допустим, за квартал первого отчетного периода 2 285 000 рублей. Уплачено за этот период 1 560 000. Но это в большей части, в большей степени, это первый квартал, периодически, ну, регулярно всегда так выходит с нарастанием. Я думаю, во втором, в третьем квартале эта ситуация обязательно изменится. Сейчас как бы люди, ну, мало работают, поэтому такая разница. Ну, из вопросов родившихся за отчетный период 4, умерших 11, количество выписанных 8, количество прописанных 14, количество зарегистрированных по месту время пребывания 76, численность занятого населения в государственном секторе 220, средняя заработная плата 14 500 рублей. Количество дошкольных учреждений 1, количество учеников 403, количество детских садов 1, 89 детей в садике, там порядка 20 человек трудоустроены, в школе 60 человек трудоустроены. Медицинских учреждений, поликлиника 1, порядка 25 человек работает. Преступление зарегистрировано, 1 раскрыто. Правил дорожного движения, нарушение 1 за отчетный период. Юридических лиц в городе Новый Афон зарегистрировано 25, физических лиц порядка 600. Трудоспособный возраст 22 879, пенсионный возраст 4090. Количество родившихся 58, это 22 год, и 62, 23 год. Исполнение местного бюджета. Показатель доходной части местного бюджета 98 117 000. 23 год, это 22, 23 год 93 380. Собственные доходы бюджета выросли на 1%. Там дотация меньше стала, за этот период потребность меньше просто. А так собственные доходы у них плюс 1% роста. Так в абсолютных цифрах меньше стало? И того меньше. Но собственные, то, что они собирают, не помощи с республиканского бюджета, у них плюс идет 1%. Понятно. Энергетика. Объем потребленной энергии, электроэнергии за 22 год 118 608 000 киловатт-часов. Это за первый квартал 22-го. 23 год, квартал 102 422 000 киловатт-часов. Криминогенная обстановка. Число зарегистрированных преступлений 22 года за квартал 22.
23 год 17 за квартал. Раскрытых сколько, зарегистрированных столько. Высочайшие цифры раскрываемости. Самая низкая 84% общеуголовной преступности. Высокая 87%. Такого редко вообще бывает в европейских странах, и налаженная работа. Возвращайте принятие. Сельское хозяйство. Количество получения 28,79 га. Количество земли, занятой цитрусовыми культурами, 212 га. Количество земли, занятой многолетними насаждениями, за исключением цитрусов, 903 га. Пассивные площади сельскохозяйственных Гудаутского района 2133 га. Инвестиционные проекты с указанием инвестиций, объемов, сроков реализации инвестиционного проекта. АО «Абхазский национальный парк», Апсна 2020, объем инвестиций 20 миллионов 800 тысяч. Это Мгудзурх Пилия. ИП Сичинава, объем инвестиций 27 миллионов. И вторая, это то, что строится на Ацинском, Приморском Ацинский поворот. И второй объект, это торговый комплекс, да. И второй, что построенный в селе Хэпста. 28 миллионов. Дом отдыха Черноморец, там ремонтные работы. Да, идут, работы идут. Расходы по бюджету составляют 4 миллиона 900 тысяч рублей. Расходы по спецсчету составляют 100 тысяч рублей. Так, дальше по электроэнергии. Собираемость за потребленную электроэнергию составляет за первый квартал 730 тысяч рублей. Сотрудниками Пицунского отдела милиции было изъято 157 аппаратов. Заявлений и жалоб уголовного характера нет. Акты по выделению земельного участка под строительство жилого дома 21. Общей площади 126 соток земли. 28 договоров аренды под выращиванием однолетних культур. Трудоспособного населения 22 977 человек. Пенсионного возраста 9112 человек. Но у меня со статистикой, с пенсионными цифрами 7772, а статистика дает 9112 человек. Число родившихся детей в Гагринском районе за первый квартал 19 человек. Данные неполные, так как статистические данные не имеют в России, которые выезжали. Сельского населения 13 263 человека, городского населения 25 529 человек. Рынок труда, что касается рынка труда, то, к сожалению, пока еще нет обновленных статистических данных по этому вопросу. Криминальная обстановка в Гагринском районе. Число зарегистрированных преступлений 35, число нарушений правил дорожного движения 7, число вынесенных решений судом Гагринского района по уголовным делам 26, гражданским 53, по административным 105, санкции 22. Количество несовершеннолетних, находящихся в социальной опасности положении 10 человек в районе. По энергетике. Объем потребляемой электроэнергии составил 189 миллионов киловатт-часов за первый квартал. На 34 миллиона киловатт-часов меньше, чем за аналогичный период 2022 года. На 34 миллиона меньше. Начислено за потребляемую электроэнергию 164 миллиона 629 тысяч рублей. Оплачено 47 миллионов 959 тысяч рублей. От юридических лиц 35 миллионов 242 тысячи рублей. От физических лиц 12 миллионов рублей. Общая задолженность составляет за первый квартал 2023 года, страшно назвать, 116 миллионов 669 тысяч рублей. Будем исправлять, конечно, эти цифры. Приватизация. Количество приватизированных объектов местной собственности за первый квартал 0. Поступление в местный бюджет района от приватизации объектов местной собственности 4 миллиона 986. Это старые задолженности 22-го, 21-го. Оплачивают люди. Юридические лица и индивидуальные предприниматели. Всего юридических лиц 1171. Новых в первом квартале 34. Индивидуальных предпринимателей 2754. Новых в первом квартале 50 человек. Сельское хозяйство. Количество земель сельскохозяйственного назначения 22 321 гектар. Количество земли, занятой цитрусовыми культурами 192 гектара. Количество земли, занятой многолетними насаждениями, 455 гектаров. Пассивные площади сельскохозяйственных культур 409 га.
Туризм, число коллективных средств размещения 71, санаторно-курортный комплекс. Число коек-мест коллективных средств размещения 17 212 коек-мест. Иные объекты в сфере туристической отрасли 56. Исполнение местного бюджета. Показатели доходной части местного бюджета 215 миллионов 483 тысячи рублей. Налоговые доходы 190. План был 70, за 3 месяца 78 миллионов 935 тысяч рублей. Факт 191 305 тысяч рублей. Перевыполнение за первый квартал 112 миллионов 370 тысяч рублей. В процентном соотношении это 242%, ну, выполнение. 1000%. Земельный налог 24 миллиона 181 тысяча рублей. В 2022 году земельный налог за первый квартал был собран 14 миллионов 291 тысяча рублей. В 2023 году за первый квартал было собрано на 9 миллионов больше, чем в 2022 году. И налоговые поступления, которые в 2023 год за первый квартал больше собрано на 72 миллиона, чем в 2022 году. Неналоговые доходы 6 миллионов 145 тысяч рублей. В 2022 году неналоговые доходы за первый квартал было собрано 2 миллиона 40 тысяч рублей. Субсидий 19 миллионов рублей. В 2022 году 28 миллионов было субсидий. Ну, с годами у нас урезают субсидии, мы со своего бюджета восполняем. Показатели расходной части 177 миллионов 358 тысяч рублей. В 2022 году 125 миллионов 684 тысячи рублей. Средства местного бюджета направленные на развитие инфраструктуры, а также на объекты социальной сферы. 177 миллионов 358 тысяч рублей. В том числе общегосударственные вопросы 15 миллионов рублей 999 тысяч рублей. Образование 46 миллионов 451 тысяча рублей. В 2022 году 38 миллионов 118 тысяч рублей за аналогичный период. Здравоохранение 17 миллионов 384 тысячи рублей. Аналогичный период 2022 года 16 миллионов 684 тысячи рублей. Культура и искусство 6 миллионов 944 тысячи рублей. В 2022 году 4 миллиона 316 тысяч рублей. Физическая культура и спорт 1 миллион 563 тысячи рублей. Социальная политика 1 миллион 768 тысяч рублей. Объем средств резервного фонда и мероприятий, профинансированные из этих средств 7 миллионов 766 тысяч рублей. Материальная помощь населению 7 миллионов 466 тысяч рублей за первый квартал 2022 года. И Федерация футбола Абхазии финансовая помощь в 300 тысячах рублей. Национальная экономика 2 миллиона 772 тысячи рублей. Жилищно-коммунальное хозяйство 84 миллиона 472 тысячи рублей. Технику мы в 2022 году взяли кредит в декабре месяце, чтобы успеть к летнему сезону, заказали на эти деньги спецтехнику и на следующей неделе будем гасить кредит. Мы еще не оплатили. Мы с профицита сейчас будем оплачивать долг банка, ну, кредит, то, что взяли. 4 единицы спецтехники, мусорной машины. Одну отправили в село Лохадзы, одну в поселок Цандрыб, в село Лдза и город Гагра. И сейчас еще заказываем 4 машины. В общей сложности в районе новых машин 23 единицы техники мусорных машин. Плюс еще 2 вышки, да, за 2,5 года. И 2 трактора. Ремонт крыш БСШ номер 2, первый этап 5 миллионов рублей, общая смета 13,5 миллионов рублей. Устройство сквера имени Сергея Васильевича Багаевича, второй этап 7 миллионов рублей, общая смета 31 миллион рублей. Благоустройство пешеходных зон, там 3 этапа, 20 миллионов выделено. Идет по улице Ардземба сейчас продолжение со Старой Гагры в сторону города. Строительство спортзала БСШ, первый этап 9 миллионов рублей. С нуля новый спортзал, 27 миллионов рублей общая стоимость. Это без инвентаря. Инвентарь отдельно уже будем потом докупать. Ремонт здания СЭС, второй этап 3 миллиона 527 тысяч рублей. В первом этапе было выделено 6 миллионов рублей. Общая смета 19 миллионов 800 тысяч рублей. Разные работы по благоустройству 2 миллиона рублей. Приобретение трактора 6 миллионов рублей. Установка фонарных столбов в 2022 году было приобретено на 6 миллионов 300 тысяч. В этом году оплатили 1 миллион рублей за установку. Строительные инженерные защиты, микрорайон, кемпинг 2 миллиона 910 тысяч рублей. Динамика хорошая, так, геометрическая прогрессия идет.
первый квартал более 40%. Город Сухум, Гудаута с учетом остатка тоже все достаточно прилично. Вот, я просто напомнить хочу о том, что текущий год начался, и мы все с вами помним прекрасно о том, что в текущем году должны произойти изменения по повышению заработной платы отдельным категориям работников, где доля абхазской стороны уже совсем иная. Вот, поэтому обратите внимание на то, чтобы расходы на эти цели, естественно, будут пропорционально ложиться на каждый район, там, где идет достаточно успешное исполнение. Конечно, такого района, как вот сейчас Ткварчальский, это не затронет, у него 37 миллионов рублей годовой бюджет собственный, там вообще об этом и говорить не стоит, но дело в том, что другие районы на это должны обратить внимание. 242 миллиона рублей – это только уровень повышения, значит, заработной платы. До сих пор еще сохраняется нестабильность в оптимизации штатной численности. Мы наблюдаем даже в отдельных случаях рост его. Вот если внимательно посмотреть в районах, то и деньги можно сэкономить, и порядок навести в этом смысле. Мы помним с вами, какие у нас есть результаты по этому направлению, достаточно неоптимистичные. У нас обратно еще до конца не урегулирована штатная численность, люди трудятся. При этом в отношении Гулерибского района хочу сказать, очень актуальна противопаводковые работы и предупреждение, значит, угроз по чрезвычайным ситуациям. Аслан Георгиевич, я вот говорю для информации всех, президент страны подписал 4 решения общей бюджетной емкостью в 63 миллиона рублей на эти мероприятия. Теперь средства поэтапно в соответствии с заключенными контрактами будут доводиться на эти цели. Главы часть проблем озвучили, но мы не обсуждаем вопросы, а где нам деньги взять. Все упирается в данном случае в деньги. Финансовая поддержка Российской Федерации в рамках взятых обязательств, она продолжается. Инвестпрограмма не стало больше, 1 300 000 000. У нас финансовых проблем, я уже не говорю о коммунальной сфере, о состоянии водопроводов, канализации, лифтовое хозяйство. Мы тут коротко перечислили, как у нас обстоят дела с проблемами, связанными с возможными паводками. Это десятки миллиардов рублей. Эти проблемы мы должны будем решать сами, здесь, внутри. Мы должны научиться зарабатывать деньги. Те активы, которыми мы располагаем, они должны нам приносить деньги. Локомотивом нашей экономики является туристическая сфера, сельское хозяйство, логистика, возможно, IT-технологии с учетом нашей географии и климата. И те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, могут быть решены только в рамках существенных вливаний денег в это направление. По-другому будем говорить о том, что ничего не изменится. Дорожная инфраструктура у нас нуждается в существенных вложениях. Железная дорога наша работает не в том режиме, не в том формате, как могла бы работать, потому что в нее надо вкладывать деньги. Портовое хозяйство наше необходимо развивать. Мы занимаемся нашим аэропортом, очень все идет непросто. Очень все идет непросто, но это ключевые вопросы, решение которых для нас означает быть нам или не быть. Мы сами должны понять, что суверенитет, будущее – это возможности нашей экономики. Не будет у нас развиваться экономика, все остальное придет в упадок. Вопросы обороноспособности, о которых сейчас мы здесь не говорили, имеют непосредственное отношение к развитию наших экономических возможностей. Вот и все, вот что взаимосвязано. И каждый на своем уровне это должен понимать. И как целый единый механизм управления страной мы это должны понимать.
Тут не надо бояться наших некоторых фобий. Мы не являемся составной частью большого государства. Мы самостоятельное государство с вытекающими отсюда последствиями. Сами должны научиться зарабатывать деньги. Этот год в этом смысле будет решающим. Мы должны проекты, о которых мы говорим, запустить. Каждый из вас получит документ, расширенный, масштабный документ в части, касающейся развития туристической отрасли, в части, касающихся строительства отелей, апарт-отелей. Почему именно апарт-отели? Почему именно сегодня? Какое квотирование? Какой эффект? В рамках той программы, которую мы предлагаем, в эту отрасль в течение 10 лет должно быть вложено. И может быть вложено, это не сказки. Инвесторы готовы вложить, будут вкладывать, если мы создадим определенные условия, нормальные условия, около 150 миллиардов рублей в течение 10 лет. Или 1 300 000 000, который мы имеем в виде инвестпрограммы, или 15 миллиардов в год. Разница же большая. Необходимо развивать банковскую систему. Необходимо все наши активы включить в экономический оборот. Огромное количество у нас государственного имущества, по нашим меркам, приватизировано, и оно ничего не приносит. Все это стоит и разрушается дальше. Огромное количество, по нашим меркам, государственного имущества, муниципального имущества, которое сдается в аренду, тоже непонятно, какая отдача, потому что у нас нет выработанного подхода в плане определения аренды. Это наша с вами епархия, это наша с вами ответственность. Это мы должны делать. Во что нам обошлась казарма для артиллерийской бригады? 16 миллионов рублей? 18. 18 миллионов рублей. Вот у меня такой простой пример. Здесь апарты 6 или 7 тысяч квадратных метров построены. Сколько? Вот здесь вот напротив Лиона. Около 6 или 7 тысяч квадратных метров. Рядом с Нартом строит сколько? 9 тысяч квадратных метров. Да, итого 15 тысяч квадратных метров. Но если мы приняли бы закон об апартах и ввели бы специальный налог 2000 рублей с квадратного метра, мы в этом году только в виде этого специального налога с 2 зданий получили 30 миллионов рублей. Не говоря уже о повышающем коэффициенте на землю под апарт-отели. Так или не так? Вот вам 2 казармы для наших солдат. Это то, что мы упустили здесь. Не говоря о том, что мы упустили ряд других вещей, потому что практика, которая сложилась, она вот такая вот неэффективная. А продвижение новой практики требует концентрации наших с вами усилий. Не будет по-другому никакого развития, если мы с вами все вместе, стоящие перед нами задачи, документы они известны какие, не решим. Это же мультипликатор строительства. Куда ни кинь, везде проблемы. На первом плане проблема энергетики, проблема собираемости. Да, есть такая проблема, но не предпринимать шаги, которые мы предпринимаем по увеличению тарифов, тоже невозможно. Не ставить счетчики тоже невозможно. Были бы деньги, быстрее бы это сделали. И совершенно другая. Вот вам пример мультипликатора тоже. В одном месте вложил, что-то сделал и получил деньги. Только так. Поэтому, коллеги, я вас просил бы, Ченсух, долгий ящик не надо откладывать. В следующем отчете главы районов должны представить, как обстоят дела в целом в экономике, что у них там работает, какую продукцию они там выпускают, на какую сумму, промышленную, сельскохозяйственную, каков скрытый потенциал, который требуется для того, чтобы он был раскрыт. Сейчас мы едем в Кавказские минеральные воды. Так, да, Александр Золотинский, я туда еду, там форум экономический, правильно? Обычно выставочный форум. Но все это для чего делается? Для того, чтобы привлечь инвестиции. А у нас нет пакета инвестпроектов, которые мы могли бы предложить инвесторам. Вот мы разработали пакет. Вот, пожалуйста, уважаемый инвестор, вот расчеты, вот вам готовый бизнес, вы там вложитесь деньгами. У нас этого нет. Всякая идея, которая впоследствии может быть реализована, она рождается здесь, в голове. Это первый этап. Потом она переносится на бумагу,
и потом только в реальность. Вот эти первые два этапа хотя бы надо иметь в голове и на бумаге просчитанное. И мы не сможем жить по своим собственным правилам, если наши правила не будут интегрированы или не будут в какой-то степени идентичны другим правилам экономическим, которые работают на всех территориях. Это все утопия. Мы здесь об инвесторах говорим не потому, что мы заинтересованы или считаем, сколько денег зарабатывает инвестор. Нет, это не наше дело. Мы заинтересованы и считаем, сколько мы можем, государство, заработать, наше население. Да, первый год был сложный. Первый год был сложный. Была пандемия. Второй год, третий. Мы же видим интерес к нам инвесторов. Интерес к Абхазии у инвесторов каким-то образом нам с вами удалось это сделать. И конъюнктура так легла сегодня. 7 миллионов туристов в год отдыхает в городе Сочи. В пике в Сочи находится в пиковые дни больше 1 миллиона гостей в день. Они в общепите потратили за год 96 миллиардов рублей. Только таксисты у них заработали за год 14 миллиардов рублей. В Сочи вводится в эксплуатацию каждый год 600 тысяч квадратных метров. А у нас сколько будет? 15 тысяч будет, 20 по году. У нас же проживало 540 тысяч. Мы же не толкались. Места же всем хватало. А что я неоднократно говорил и сейчас говорю, у нас наконец-то появляется на первой линии между городом Сухум и грузинской границей третий отель. Один в Киндги, один в Тамуше, и сейчас будет в Ачмечире. 105 километров, 3 отеля. Очень круто же, правильно, да? Всем главам, всем депутатам, всем министрам этот документ раздать, чтобы они четко понимали. Программа развития города Гагра, Институт урбанистики разрабатывал по заказу правительства Абхазии. Только в городе Гагра до 2035 года, с 18 по 35 год, в течение 15 лет, в соответствии с этой программой, должно было быть построено 1 миллион 490 квадратных метров. Из них 600 тысяч должно было быть апарт-отелей. Только в городе Гагра, только в одном городе. Это же никого не смущало. Но там часть планировалась, значит, дело не было сделано. Но такие вот проработки были. Уважаемые главы районов, городов и так далее, просил бы вас свои публичные выступления, интервью, когда речь идет о вопросах не ситуативного характера, например, не дай бог, там лесной пожар, приехали, спросили и так далее, все это согласовывать с пресс-службой президента Абхазии. Еще раз такое, если повторится, разговор может быть в другом тоне.